Завтра, по идее, мы стартуем 20 февраля. Вот приехали два таких вездехода, Бурлак из Кургана к нам. И мы едем в Батамай. В этой экспедиции у нас несколько задач будет. Вот одна из них — это тестирование коротковолновых раций, которые разрабатывает Николай Александрович Находкин. О, безопасная Арктика. Также повезем в северные поселки там груз полезный. Планируем проработать маршрут, для более удобный маршрут, чтобы доставлять там также грузы в дальнейшем, возможно, в поселки, в которые они доставляются очень тяжело. Это вот тоже одна из задач. И тестирование резины. Так что чувствую, нас ждет очень интересное приключение. Вещички собраны. Едем. Спасибо другу Джулстану, всегда выручает меня. Сейчас отвезет до МЧС, до части. Потому что тут вещей у меня еще в багажнике лежит. Как всегда, сборы — это самая моя больная тема. Пристегните ремни. Пристегните ремни. И поехали. Приятной поездки. Начинаем наше путешествие. Пока скидываем вещи. Что, как, выспались? Или так? С дороги? Да. Где-то я ее уже видел. Дорожку тоже, да? Ну что, стартуйте тогда, мы сейчас выедем на трекере. Сегодня у нас, оказывается, парад техники. Это что передаете? Мы жители, те, которые родом Кавейского Луса. Тут у нас есть общественная организация земляцев Кавейского Луса. Председатель Михаил Руслан Дмитриевич как раз узнал то, что едет Бурлак Севенкёль. Нашим землякам мы отправляем посылочки. Гостиницы отправляем. Тут фрукты, овощи, сладкие. Все это доставляется администрации Севенкёля. Потом администрация Севенкёля распределяет по детсадам, по школьникам. Это то, что да, от земляков. Здорово. Спасибо. Я вам желаю хорошей езды, чтобы вы посмотрели красоту нашего Луса, Кавейского Луса. Там все отлично. Горы, люди, все очень хорошо. С удовольствием. Спасибо. Несмотря на ее размер, такие большие шины, да, кажется, вес данного автомобиля это 4,5 тонны только снаряженной массы. Полная масса может быть 7 тонн автомобиля, то есть грузоподъемность это 3 тонны. Расход данного автомобиля достаточно небольшой. Это дизельный автомобиль на твердых грунтах при движении по зимникам, по дорогам общего пользования. Будет порядка 32-33 литров на 100 километров. А при движении по болотам, по топям, по грязи, по глубокой, либо по глубоким снегам, это уже будет исчисляться как литры в час. Соответственно, как спецтехника, это от 4 литров в час. Машина, так как водоплавающая, вот эта часть, она является открытой. Ну, ребята нас провожают. Это приятно. Команда состоит из 12 человек. Протяженность маршрута более 1000 километров. В самой экспедиции, в ее подготовке и проведении принимало активное участие Главное управление, правительство республики, Россоюзпас, Русское географическое общество и, конечно же, акционерное общество ограниченной ответственности «Бурлак». Проводится она в рамках учения МЧС России «Безопасная Арктика». Только так как вопросы Арктики для нас очень важны в нашей республике, то мы решили такие мероприятия проводить в течение всего года. Сегодня учение, Ну все, официальная часть закончена. Двигаемся в путь.
теперь, чтобы бак заправить с другой стороны, надо развернуться. Алексей к нам приехал с Батагая, куда мы направляемся. И сейчас с нами прилетел на самолете, сейчас с нами поедет, будет испытывать, ну, посмотрят, как это все работает. В дальнейшем они хотят приобрести как раз бурлак, чтобы туда ездить. И вот он будет, по идее, если все будет удачно, водителем потом. Испытано на себе. Экспедиция очень интересная. Всех ждем вашего возвращения. Спасатели, особое внимание уделите нашим уважаемым блогерам и корреспондентам, потому что у них всегда есть желание подняться повыше, уйти подальше. Помощь, взаимовыручка. Храните друг друга, помогайте друг другу. Всех вас ждем с нетерпением в установленные сроки возвращения. Всем удачи, здоровья, меньше поломок, а лучше, чтобы их вообще не было. Ну и выход на связь у нас определен каждые сутки в 20 часов. По коротковолновой у вас там свой график. Главное, чтобы вы выходили каждый день. Если вдруг вы 2 дня не выйдете подряд, значит будем уже считать, что у вас что-то случилось. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Удачи вам. До встречи. Спасибо. В Якутске. Давайте, счастливо. Давайте, ребят, счастливо, поменьше вам поломок. Мы сейчас реку Лена пересекаем ночью. Но у меня есть съемки 2 года назад, когда мы приезжали на одном бурлаке и натрекали днем. Давайте их посмотрим. Добрались мы до первого поселка на этой стороне реки, Батамай. Это, как я всегда путаю, Батагай, Батамай. В начале экспедиции я несколько раз записывал и говорил, что мы едем до Батамая. На самом деле Батамай — это вот здесь устье Алдана. По-моему, Алдан впадает река в Лену. И здесь вот находится вот этот поселок, на другой стороне от Якутска. Сейчас у нас просто техническая остановка. Время сейчас 9 вечера примерно. И мы хотим сегодня уже добраться до Сегианкюля ночью. Это нам еще километров 100 примерно ехать, потому что завтра начнутся горы, и мы хотим горы ехать днем, а не вот так вот вечером их встречать. Потому что виды там, конечно, открываются шикарные. Полтинник где-то, да? Ну да. Время 1 час, проехали Сегианкюль и все, встаем на ночлег. Мороз, ну 45 минимум примерно. Вот утеплились немножко. Сейчас по-якутски. Так, ты что, куда ложишься? Сейчас здесь еще, ребята, кровать. Сейчас мы сюда посередине вложим.
Ага, обмываться будем. Можно. Тут у нас все тоже хорошо. Я сегодня устроился на верхней полке. Парни отлично устроились. Вообще. Слушай, так тут вообще у тебя, да, лучше, чем на второй полке. Не будем меняться завтра? Ну да. Ну, спокойной ночи тогда всем. Глупо, что это немножко не качает. Ну, Когда да, качаешь непривычно. Первое наше утро. Поспали отлично. Все выспались, да? Пришлось ребят будить здесь, потому что у нас 8 утра первый сеанс связи. Сейчас растягиваем антенну. Оп. О, уже горы пошли, оказывается. А ночью этого не видно было. Натягиваем антенну. Ее можно в любых условиях растянуть на деревьях, на столбах. Нет, что-то раз не выдержит, наверное. Это Роман, 0, щука на игры. Прием. Подбираем правильный угол плеч антенны. Сейчас на 90 градусов сместил Юра. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас буду доделывать, наверное, потихоньку. Попробую на следующей остановке. Ну вот 300 километров это уже хорошее расстояние для этой рации. Ну еще можно антенну понастраивать. За 400 чуть ли километров. Самое бодрящее утро, вот так вот 15-20 минут выйти поработать на морозе. Я еще даже умыться не успел. Запах такой, я уже забыл. А семерку настраивать надо, тогда подождите, да, маленько. Ну давай настраивай. Хорошо? Заработало. Все. В полевых условиях ремонт произвели необходимый. Юра, молодец. Пока доедаем домашнюю пищу. Сейчас Доедем до другого дома. соблюдаем все традиции. Все, пошла красота. Течет река не замерзшая. Представляете, на улице около 40, и все-таки вода не замерзает. Наша первая символическая водная преграда. Парни набирают воду как раз заодно, раз такое дело. Символическая, я же говорю. Умываться очень неприкольно на морозе. Ай-яй-яй. Сразу заледенело все. Да я умылся, и у меня прям ой-ой-ой, аж свело брови. Ничего-то. Сюда нальем. Ага. Чистейшая горная вода.
может быть, видели, да, ролики на ютубе, там, в ТикТоке, где-нибудь в Инстаграме. Машины вымораживают. Это вот все про Якутию. Вот 90% этих роликов снято в Якутии, вот где-то в этих местах. Обычно на Ленине, может быть, где-то здесь. Это какая река? Нёра. Тора? Нёра. Тонера. Вот. Короче, это Якутия. А что тут произошло? Ну, машина сломалась уже пару недель назад. И вчера мы были в последнем кафе дорожном. Там нас перехватили, попросили оттуда почту, газеты, там, которые должны ехать в Себен-Кюр, забрать. Сейчас мы доставим, да? Да, До конца. свежая почта. Всего двухнедельная. В общем, все с пользой, дорога идет. Кроме канистр, там солярка, Места хватает. Еще лучше стало, прямо на глазах, вот, на глазах вообще отлично, хорошо. Ну, примерно сколько до Якутска, ты говоришь, 350, да? Да, 350 километров примерно. Это от Якутска до Алёкминска 600, а нам от Якутска еще 350. Это сейчас Олег Минск вышел на связь тоже. Да, вот он говорит. 1000 километров. А принял Гена, да? Вышел еще на связь Ленск. Это уже 1500 километров отсюда. Я говорю, давайте до Питера. Ну, в Америку куда-то. Ну, сейчас связь состоялась хорошо. Вот, пошло дело. У тебя, Юра, уже красота. Ленск на связи. Ну, ясно. Радиолюбители тоже знают, что поехала экспедиция. И знают, что у нас Время, да, определенное? время наше знает выхода на связь. И знают, что у нас еще нету большого опыта по радиосвязи. Поэтому они и лояльно относятся, и со всех разных сторон стараются нас услышать. У нас антенны на крыше. И вот такие места очень опасно проезжать, в том плане, что их можно поломать. Испытано на себе. Кобяйский район где-то между Сигинкюль и Себен-Кюль. 400 километров от Якутска. До поселка Себен-Кюль 100 километров. Избушка Надежда. Приятно, да, встретить свое детище? Ну да. Ну вот это место здесь большая наледь всегда выступает. И постоянно проваливались машины. И как спасатели мы много раз сюда приезжали спасать людей. Но некоторые погибали люди, потому что далеко сюда добираться. Поэтому вот Российский союз спасателей решил сделать субботник. Все ребята скинулись. Кто там доски с дачей. Кто что смог, сами же собрали. Стекла там, печку сварили. И потом местная администрация здесь помогли со старым срубом в Сигинкюле. Себянские оленины помогли. И тут за пару дней построили. Это в 2013 году было. И вот за 10 дней отсюда вызов для спасателей не было. За 10 лет? Да? За 10 лет, да. Люди с тех пор сюда добираются. Я один раз проезжал вот несколько лет назад. И в темноте видел много огней, думал, поселок построили. Оказывается, здесь все кучкуются, да, десяток машин стояло. И народ здесь и перекусывает, отдыхает, ремонтируется, помощи дожидается. Если там запчасти. Вот вижу, дрова оставляет. Росы спас, немного выцвело оно. Стоит. И недавно супер
Ну здорово здесь. Спать можно, кушать, все вообще тут. Человек 20, наверное, поместится, да, если так скучковаться. Соль, спички. Так что вот такие избушечки, они могут на сложных перевалах, где переметает, где наоборот наледи выступает, они могут помочь людям. И не надо ждать здесь какой-нибудь государственной программы. Просто здесь местные ребята как-то скучковались, объединились. И вот такой домик-то построить недолго. Пару дней спасет жизни людей. Я что-то дома понатыкал, оказывается, и на билеты. На билеты, да. Ну так хорошо же. И здесь хотим еще связь аварийную поставить. Наша первая готовка дороги. Наш афганский казан экспедиционный снова с нами. Ты же 4-й год двигатель. Ну, потихоньку запоминаю. Пока стоишь там с камерой, хлеба достань. Ага. Сейчас у меня руки заняты. Сейчас принесу. Давай, Серафим, накладывай. Для кадра. Испытано на себе. Остановились на перевале. Ночью тоже, конечно, свой шарм в этом всем. С одной стороны скалы, с другой стороны скалы. Въезжаем в поселок Сибинкюль. Добрались. Сколько часов ехали? Откуда? Ну, от ночевки. Ну, в 9 утра мы выехали, 11 вечера. 14 часов. 14 часов. Сибинкюль — это эвентский поселок, поэтому здесь вот на 3 языках. Воздух пересушенный, правда. А вы это, на катамаране тоже ездили, да? Да, снимал тоже все. Фильм сейчас делаю. Надо будет потом по поселкам отправить, может быть, как-нибудь на флешках. Здравствуйте, здравствуйте. 3-е стадо, да? 3-е и 9-е. И 9-е. Дальше там 3-е стадо. Много всего привезли в Сибинкюль. Сейчас разгружаем. Свежие яйца. Пока не Сибикович. Вот сколько полезного груза. Это из машины перегрузили то, что сломалось по дороге. Здесь овощи, фрукты. Сколько всего-то мы доставили. А так и даже не думали, что столько везем. Ну, Этот дом на колесах. Штурман здесь сидит. Стеклопакеты. Второй пилот Дринкинс. колеса? А? Что говорит? Нам, короче, вот сюда вот прямо надо. Ну, например, вот оттуда. Испытано на себе. Всем доброе утро. Наша экспедиция «Север рядом» якутскими тропами продолжается. Вот на таких вездеходах «Бурлак» движемся. Сегодня 3-й день, мы находимся в поселке Сибинкюль. Наконец-то добрались, я уже 2-й раз здесь. Замечательный поселок, красивые виды, вокруг горы. Вот там озеро Сибинкюль. Мы заночевали возле здания администрации. Сейчас позавтракаем и двинемся в путь.
Так, ну тогда на Сурдах идем через Эндебал. До Эндебала 70, да? Час и 70. Там навстречу едет с Чачамбала вахтовка. Сегодня в 7 утра выехала. Синяя такая. там трасса. Чачамбал. С Эндебала или Чачамбал? С Чачамбал. Чачамбал еще дальше. Все, выезжаем с поселка. И там были. Сейчас у нас проводники показывают дорогу. Аэропорт. Аэропорт? Разгонимся. Сейчас на взлетку выходим и взлетаем. Держим путь на Эндебал. Сколько там километров? 70. Это вот дальнобойщики туда зимой катаются. Я видел видео такие жесткие. Поднялись мы на перевал. Где-то около 1500 метров. Сейчас. По дороге в Эндебал. Тоже, конечно, своя прелесть наверху, в этих горах. Здесь уже ветрено становится, не так, как внизу. Так добывается питьевая вода. Здесь пресная речка, просто нашли спущенный лед и топором сейчас его в бочечку наковыряем. Это делается пешней, или пешня у нас в этом? Пешни у вас нет, да, так понял? Находимся на дороге, вокруг горы везде, со всех сторон. И вот очередной сеанс связи. 2 часа дня. Привет, Юра, что ты меня слышишь как? Я вас слышу 5-9. Ага, вы где находитесь сейчас? 550 километров севернее города Якутска, река Аркачан. В окружении гор находимся. Протаптываем уже дорогу, да, по целине? Ну как видишь. Сюда, значит, уже никто не ездит. А там обрывчик. Это съезд был пологий. Едем по волчьему следу. Волчьими тропами. Куда у нас? В лес заведет сейчас? Давай за ним. Туда не надо. Нам надо туда. Да, очень необычная дорога. Просто вот сейчас вышли на лед. Не знаю, я, мне кажется, ну не кажется, в первый раз так вот еду. Мы, считай, едем по дикой местности. То есть здесь вообще никого не бывает. Это вот река, которая протекает по дикой Якутии, кроме животных. Ну, может быть, оленеводы сюда как-то попадают, на буранах ездят, не знаю. И такое чувство,
иногда волнительное, когда ты... Ну, по идее, лед толстый. Тут... Но в чем проблема? Что он за зиму, вода-то уходит, и он провисает лед. И может просто провалиться. И сейчас плюс потеплело резко, сейчас тепло, ну, сейчас до 30 около градусов. Это тоже создает разницу температуры, разницу давления, вот из-за этого, из-за чего появляется наледи. Который тоже, в принципе, есть мелкий, их спокойно бурлак проезжает, а есть же и поглубже, где можно провалиться. То есть я фотку видел, где бурлак проваливается задними колесами глубоко. Ну так, относительно. Хотя наши бурлаки плавающие. Вот поделился с вами своими эмоциями. А так вот просто волчьи тропы, вот мы за ними прям, вот я представляю, что здесь вот волки дикие, северные, бегают по несколько человек там, по несколько особей. В этих диких лесах охотятся. Прикоснуться хоть, мне кажется, это дерево не трогал ни один человек. И это, и это, и это тоже. То есть лед был просто. Лед и он пустой. провалился. Ну, метр, да, полтора. Но вся кабина ушла туда, сверху голубое лед. И это водичка такая с камешками. А вы в пещере, да? Этот Николай Александрович свои истории рассказывает. Это недалеко от этого места, где слияние рек будет. То есть мы в ту сторону едем, где это произошло? Да. Ну здесь еще мелко, да? Стойкий запах дыма стоит здесь. И его видно визуально даже. Крестовина? Крестовина. Разбила у нас крестовину, да, перегрелась она. То есть самая нагруженная часть, получается, в данной ситуации была у нас. Вот. Ну и, естественно, самый слабый узел, он развалился. Поэтому, ну, естественно, всю эту информацию мы соберем, предоставим на производство в отдел конструкторов, будем перерабатывать, вероятнее всего, этот узел, так как он в данном, скажем так, пробеге выяснил, что он самый слабый. Для этого и едем. Да, да, собственно говоря, да. А флянец есть? Крестовина? Просто крестовина есть, да? Артем. Фонарь. Артем. Может, для сравнения у вас тоже посмотреть крестовину? Сейчас глянем, но я думаю, что из-за того, что мы идем за вами, у нас нагрузки как таковой нет. Там их стропим, получается. Да, вы-то прям в нагрузку хорошо идете. Сейчас сравним, как у ребят. То есть здесь крестовина, если мы на нее наведем, то она будет порядка 30, 24, 30 градусов. Ну это не рабочий, да? Да. То есть здесь, возможно, проблема была, то есть, скажем так, раз поломка у нас только на той машине, а с этой машиной все в порядке, возможно, проблема вообще в самой крестовине. Возможно, проблема в кардане. То есть, ну, этот вопрос надо решать, потому что, как говорится, одна поломка, это еще не значит... Это не статистика. Это не статистика, это не значит, что машина имеет конструктивные недостатки. Возможно, это, скажем так, проблема самого агрегата. Да, изделия, брак изделия. Да. У ребят в гостях тут мы давно не были. Как они устроились? А это вы приспособили за сиденье такое? Это штатное. Штатное? У вас тоже есть. Да? Может так сделать было? Да. Рома Якова сменил на бездорожье. Тоже с опытом на бурлаках. Яков может отдохнуть, да? Тоже. Водитель со стороны МЧС, поэтому они тоже должны получать опыт в условиях экспедиции. Тем более ребята говорят, что они очень радуются, когда ездят на наших машинах. И потому что у них только в экспедициях самые длительные пробеги и по интересным местам. Да? Как у нас сейчас выглядит грузовой отсек? Ну, еще пока... Это у нас просто такой творческий бардак. Ну, понятно, да. Каждая запчасть, которая у нас, получается, пострадает на автомобилях, которые, допустим, находятся на испытаниях, бракуется и отправляется в отдел технического контроля, который уже дальше принимает решение, вообще, что причину, по какой причине. Возможно, отправляет в какие-то лаборатории на анализ, там, на химический состав, может быть, на металл. Сейчас мы такую практику ввели, что у нас все детали абсолютно, которые даже внутри производства, допустим, бракуются, они всегда через отдел техконтроля проходят. В том числе и эта деталь не исключение. Даже, допустим, на автомобилях, которые уже у нас
Нет, серьезный пробег, там 10 тысяч километров. Время 8 вечера, у нас сейчас и выход на связь у Юры, и ремонт, все одновременно. Это нормально, в принципе. Снимаешь, что ли? Да. Ну и что? Ничего же, я же это, ничего. Предрассудительного. Все готово, 1,5 часа работаем. Ну? Как лучше нам за 20 минут? Да как машина-то не едет? Красавчики, мужики. Вот надо уметь в полевых Сергей условиях. Валерьевич. Угу. Я пошел. Серега заодно решил починить нам вот этот фонарь. А это волчата? Да. Ага. Порядка 10 волков примерно тут. Что, Серега, красавчик, починил? Да? На пару? Да. Давай, Сереге, теперь можно будет светить в темноте. 22:20. Продолжаем путь. Следов столько разнообразных. Справа, наверное, Соболи, лоси, волки. Все тут туда-сюда бегают. Направо поворачивай. А там слева что? Нет, там старенький, да. Это дорога, нет? Нет, русло еще. Нет, еще было. Нет, здесь нормально. Наверное, подальше, там поположим. Сейчас назад немножко пройдемте, просмотрим там. Вдруг проскочили. Парни, стойте пока там, за нами не надо. Сейчас посмотрим. Ну все, поляну раскатали. В общем, не нашли мы сейчас в темноте. Там старый зимник, он может быть вообще сейчас не раскатанный и непонятно. Завтра по светлому дроном взлетим, посмотрим ориентиры куда и уже поедем. А сейчас будем отдыхать. Ну и вас поздравляю с завершением второго дня экспедиции. Раскладываемся. Ну сегодня второй день. Мы же вчера выехали. Или позавчера? Позавчера. Да? У нас только одна ночевка. А, две ночевки в Себенькю лежит. О, третий день, оказывается, да? Вот поэтому я сплю сегодня вот здесь. Наказан, да. В общем, решил попробовать вот это место. Выпил чая. Так вот, тут у нас, как всегда, все уже места расположены. И мы открыли заднюю дверь, чтобы можно было спокойно пройти ночью в туалет. Это оказалось важным моментом, потому что первую ночь тут все было закрыто и все терпели до утра. Все, всем спокойной ночи. Сегодня день был насыщенный, мы починили крестовину, мы искали Мы не починили крестовину. дорогу. Мы ее поменяли. Да? Это не починка называется, да? Не Мы ремонт. починили кардан. Да. Починили кардан, поменяли крестовину. Вот. Так что все. Всем спокойной ночи. Тебе русскому надо еще учиться. Серафим меня обещал русскому языку научить. Все, спокойной ночи всем. Этот выпуск у нас завершен. Все, Николай Александрович, до завтра. Да. И вот так вот надо в конце.